за небольшой промежуток времени человечество, благодаря соблюдению основ элементарной гигиены, избавилось от многих опасных заболеваний. На сегодняшний день никто не слышит об эпидемии чумы, холеры или еще чего-то. Довольно-таки возросла продолжительность жизни, средняя продолжительность жизни, нету какой-то такой ужасающей детской смертности. Почему? Потому что мы научились чистить зубы 2 раза в день, следить за чистотой своего тела, выполняя элементарные правила гигиены, как-то препятствовать возникновению опасных заболеваний, инфекционных заболеваний. Но мы не научились соблюдать психологическую гигиену. Вот этого у нас нет. И, собственно говоря, когда мы научимся следить за своими мыслями, за своими эмоциями, чувствами, тянуть за собой в качестве багажа на протяжении многих лет какие-то неудачи, обиды, разочарования, тогда, собственно говоря, есть большая вероятность, что мы значительно улучшим качество нашей жизни. Но в случае, если мы получили психологическую травму, вот как-то у нас принято о ней умалчивать и, собственно говоря, не обращать должного внимания своему душевному комфорту. И так вышло, что у нас принято обращать внимание только в том случае, если какой-то внутренний конфликт вылился уже в конкретный симптом. Симптом может быть самым абсолютно любым. То есть это тревога, навязчивые мысли, страхи, бессонница, нежелание жить, все что угодно. На самом деле людям только кажется, что вот вдруг внезапно с ними произошло что-то, да, там, будь то паническая атака, будь то там элементарное чувство беспокойства, вот какой-то выраженной тревоги, не может себе найти место. Но на самом деле это не внезапное. Вся его предыдущая жизнь, все его там какие-то психологические защиты, они настолько не выдерживали проверку действительностью, что в итоге это все вылилось именно таким образом. И нужно понимать, что это не проблема одного дня, это не проблема одной конкретной ситуации, одного конкретного случая. Почему именно психогигиена, да, то есть это регулярная работа над собой. Вот как мы чистим зубы каждый день, чтобы не было кариеса, точно так же мы должны соблюдать, скажем так, следить за своими эмоциями, чувствами, переживаниями каждый день, отдавать себе в них отчет. Самый главный совет, наверное, да, это как бы не банально звучало, но научиться адекватному эмоциональному реагированию на те или иные жизненные ситуации. Главный совет медицины, он всегда был, есть и будет, да, что болезни лучше не лечить, а заниматься их профилактикой. Поэтому не бойтесь своевременно обращаться за соответствующей помощью к психологам, психотерапевтам, чтобы потом не обращаться к психиатрам.